Вот так, смотри на меня. Лидия Куштова уже 5 лет лечит и наблюдает маленьких пациентов с эндокринными заболеваниями. В среднем за год в эндокринологическом центре региона на учет ставят до 200 детей. В их числе и новорожденные. А среди подростков по статистике чаще болеют девочки. По словам Лидии Куштовой, детям приходится тяжелее, чем взрослым. Болезни щитовидной железы вызывают задержку роста психоречевого, психического, физического развития. Все это в дальнейшем сказывается на качестве жизни. Также доктор отметила, часто причиной запущенного состояния становится халатность и несвоевременное обращение матерей за помощью к врачам. Мы часто бывает так, что назначаем терапию, но родители отказываются от терапии, потому что это гормональные препараты, они боятся их, и кто-то посоветовал, что лучше отменить. И в дальнейшем, естественно, приходят уже в более тяжелом состоянии с высокими нарушениями в лабораторных показателях. И это плохо отражается, конечно, на здоровье ребенка. Щитовидная железа считается значимым органом эндокринной системы. Она вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ и оказывают влияние на все стороны жизни человека, в том числе на его состояние и внешний вид. Еще одна важная функция гормонов – постоянное поддержание температуры тела и производство энергии. Гормоны щитовидной железы способствуют урегулированию потребления кислорода тканями организма. Они ответственны за нормальную работу иммунной системы, а именно стимулируют клетки, с помощью которых организму приходится бороться с инфекциями. Различают следующие виды заболеваний щитовидной железы. Это гипотиреоз, это гипертиреоз, это тиреоидиты, это зобы и рак щитовидной железы, который отмечается реже по статистике заболеваний щитовидной железы. Предрасположены к развитию заболеваний щитовидной железы следующая категория. Это женщины, это лица старше 45 лет, и сюда относятся и мужчины, и женщины. По Ингушетии, согласно статистике Республиканского эндокринологического центра, на диспансерном учете с патологией щитовидной железы состоят более 14 тысяч пациентов. От численности населения республики это 2,3%. В регионе полностью укомплектован штат эндокринологов. Есть и такие пациенты, которые позднее обращение и новообразование щитовидной железы. У нас налажена система маршрутизации пациентов с онкологическим диспансером. Мы направляем на консультации, если есть показания оперативного лечения, онкологический диспансер. Если в рамках нашего региона не предоставляется возможным лечение, оперативное вмешательство, индивидуально каждому пациенту мы направляем и ингалиотное лечение. В основном заболеваниями щитовидной железы страдают проживающие в неблагополучных местностях по содержанию йода, беременные, кормящие. Пациенты, страдающие аутоиммунными заболеваниями, могут передаваться и наследственным путем. Также причиной развития тиреоидных патологий все чаще становятся генетические нарушения. Симптомы проявляются по-разному. Часто возникновение частых перепадов настроения, когда чувство раздражительности может внезапно сменяться чувством радости. Частые перепады настроения. Это нарушение терморегуляции, когда может возникать чувство ознобы внезапное при волнении без причины, чувство жара кратковременное. Также это головные боли, головокружение, утомляемость, возникновение сердцебиения, тахикардии, которые часто пациенты здесь грешат на заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, обследуются у кардиологов, а причина заключается в неполадках со стороны щитовидной железы. При возникновении этих симптомов необходимо в срочном порядке обратиться к профильным специалистам. На начальном этапе к терапевту, который далее направит к эндокринологу. Лица моложе 45 лет к категории риска не относятся, но в местностях с плохой экологической обстановкой, нехваткой йода тоже рискуют заболеть. Врачи призывают соблюдать здоровый образ жизни, достаточно двигаться, высыпаться, избегать стрессов и, конечно, в первую очередь правильно питаться. Дефицит йода, он вызывает до 90% заболеваний щитовидной железы.
Предупредить их просто. Нужно достаточно человеку употреблять йода в течение дня. Это около 150-200 микрограмм в сутки. Источники йода в питании – это могут быть морские, это морепродукты, морская капуста, морская рыба, креветки. Это продукты специально йодированные, такие как йодированная соль, йодированное молоко. С целью повышения уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах их раннего выявления и предотвращения во всем мире ежегодно проводится День щитовидной железы. Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он был учрежден в 2008 году по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации, занимающейся изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями. По данным ВОЗ, среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. По мнению специалистов, подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы в наше время излечимо, а в части случаев предотвратимо. Заболевание щитовидной железы она протекает скрытой клиникой. И пациенты с учетом эндемической зоны должны наблюдаться и обследоваться по месту жительства у терапевта. Но если выявляются патологии, этот пациент он берется на диспансерный учет и направляется к нам. И дальше мы его ведем. На сегодняшний день более 665 миллионов человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими тиреоидными патологиями. 1,5 миллиарда человек сталкиваются с риском развития йододефицитных заболеваний. При этом, согласно статистике, прирост числа заболеваний щитовидной железы в мире составляет 5% в год. Диана Дударова, Рамзан Зурабов, Новости 24.